Вот алёкминские собаки тоже вот безнадзорные. Людей не боятся. Не агрессивные. Есть план у нас по расширению. Будки уличные здесь поставить. Ну, дальше развивать эту территорию полностью. Ага. Так. Здрасте. Так, это вот все отловленные, да? Они агрессивные, да? Ну, этот пока не знаем, мы только вчера его поймали. Этот не агрессивный, вот этот не агрессивный. Все хорошие такие, да? Вот голубоглазый. А, Этот вот наоборот следующий поворот. а это вообще, по-моему, как охотничий, да? По охотничий, да? Как будто хозяйский. Ну да, но никто не обращался. Интересно, откуда такие берутся? А этот что? Этот бродячий. Самое странное, что он не убегает. Вот он уже здесь. А куда вы загнали его? Сюда. Он там доску себе выломал, а перелезает. Что, с колонны? Потому что он постоянно убегает, да? Нет, потому что он может из вольера в вольерку, он перелезает через верх. А, Скалолаз. Поэтому столовый. так. Ну, вроде они все такие, да, не агрессивные. Самый агрессивный у нас есть. Ага. Самый маленький. Черный, который. Но тут видно не будет, да? Так. Щенками. Щенки-то выросли уже, да? Чего они все такие добрые-то? У нас я бы не сказал, что сильно злые. В основном самые злые это хозяйские собаки. А, Вечером люди приходят, на ночь, видимо, спускают их. ага. И вот они самые агрессивные. А бродячие собаки, они как бы потому и доросли до такого возраста, что они питаются от людей. То есть, это правда, что бродячие собаки, они не агрессивные, да? Ну да, в основной своей массе. Просто у нас якутские споры идут на эту тему, что, дескать, надо убивать, потому что они агрессивные. По нашим наблюдениям, наоборот, они добрее, Бродячие, да? бродячие. А вот если спущенная с цепи хозяйская собака, вот, Он да маленький такой. Злодей. Ну вот он такой общительный, да? А, значит, все-таки... просто понимают, что если мы приехали, значит кушать скоро будут. Поэтому и кричат все. Вообще, как мы определяем места, да? У нас поступают заявки от жителей на основные микрорайоны, ну, по адресам, где необходимо поймать собак, ну, когда возникают опасные случаи. Вот, туда выезжает, вот, скажем так, бригада, состоящая из 2 человек. Да, вот мы приехали сейчас на одну из точек. У них с собой ловушка специальная, у них с собой переносной ящик. То есть они в эту ловушку ловят собаку на приманку, переносят ее в переносной ящик, перетаскивают собаку, перегоняют. И потом... А, это вот приспособление для... Ну, для отлова это у нас ящик. А есть фонарик, да?
А, вот так. Давай, иди. 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 О, крупный такой, да? Это у нас собачий король. А, это вот как тоже у нас. Он в центре города, постоянно на остановке, ну прямо возле центральной этой остановки, постоянно там сидит и вот так вот лает все время. А, Он, в принципе-то не особо агрессивный, но неприятный. большой. Сам его вид, Ну-ка, посветим-ка на него. Что это за товарищ такой? Потому что тоже там. что он оказывается? Умный, конечно. Фотки-то поменьше. А он тоже агрессивный, да? Или так это он просто? Привыкает, наверное, да? А, Иди сюда. С отловщиками разговариваем, когда, ну, обсуждаем вообще как процесс и так далее. Они говорят о том, что в основном те собаки, которые вот уличные, они агрессии, по крайней мере, к ним не проявляют. Даже когда они просто на улице, да? В основном агрессию проявляют те собаки, которые вот с ошейниками, которые на самовыгуле, скажем так. Вот, которые хозяйские. Ну, то есть, скажем так, опасность, конечно, есть, но скорее проблема есть не опасности, а безответственности, да? Да, тут Хозяев. и совершенно верно. Тут все равно мы говорим о том, что должна быть ужесточена ответственность жителей за своих питомцев. Вопрос, кто должен вводить эту ответственность? Законотворческий орган в Республике Саха-Якутия, это непосредственно Илтумен. Тут должна быть плотная работа вообще и Илтумена, и департамента ветеринарии. И чтобы эта работа была не просто в верхах, а чтобы основополагающим мнением при вот этом вот разработке этого проекта закона или там внесении изменений в существующий КОАП, это мнение администрации, вот таких как, допустим, администрация Алекминска, непосредственно тех, кто на земле работает, точно знает, как это правильно сделать, кто точно знает, какие механизмы нужно применить к хозяевам. Конечно, это штраф. Первое — это штрафы. Это самый главный инструмент, который нам может помочь вообще в работе. Когда мы с помощью административных комиссий, госинспекторах, департамента ветеринарии на местах сможем уже применять штрафные санкции безответственным хозяевам. Мы, конечно, для себя учет ведем, но вот нам нужны вот эти механизмы. А как, мы побывали вот сегодня в этом пункте передержки у вас, да, который вы организовали. Там большинство собак, как мы поняли, они, видно по ним, что это бывшие хозяйские собаки. Да, собаки ухоженные, упитанные. Видно, что она жила в хороших условиях, эта собака. Любая собака, находящаяся на улице без владельца, она без хозяина. Все. И неважно, есть на ней ошейник или нет. Да, мы ее ловим как беспризорно. Вопрос в другом, что когда приезжает хозяин, вот, допустим, у нас уже были такие случаи, когда приезжает хозяин и говорит: это моя собака, отдайте там то все. Ну, первое, докажи, что это твоя. Как ты можешь это доказать? Это паспорт. Предоставить паспорт. Если он паспорт предоставить не может, вот у нас случай был на прошлой неделе, мы поймали собаку по жалобе жителей, что она кидалась на людей, кусала людей. Наши ребята ее отловили, через несколько дней прибегает хозяйка собаки с боем: верните мне мою собаку. Паспорта нет, регистрации нет, прививки ни разу не ставил. Собака вообще по улице бегала, по оградам ела, у людей кушала. Как беспризорная. В итоге мы хозяйку обязали, связались с ветеринарией, отдали собаку только при условии, что она сейчас сразу повезет ее в ветеринарию, провакцинирует ее, запишет все, заведет паспорт, зарегистрирует, поставит ей чип и оплатит, соответственно, услуги отлова, там,
услуга отлова, ну и питание, сколько там дней она содержалась в приюте. Все эти условия были выполнены, она собаку забрала. И даже сказали спасибо, ну извини, что такая ситуация возникла. Система, конечно, гуманна. Никто не спорит. Гуманность и так далее. Но вот к этой системе ОСВВ нужно добавить еще гуманное умерщвление. Как было ранее. Не отстрел на улице, а ты ее поймал. Как положено, ты ее там 15-30 дней просодержал, прокормил. Хозяин не появился. Никто из жителей ее забрать себе не захотел. Как этот. И особенно в случае, когда собака проявляет признаки агрессии, то к этому случаю должны применяться тогда гуманное умерщвление. Ну вот да, поправки такие надо вносить. Это самый действенный способ будет. Только тогда мы решим проблему. Гуманное умерщвление. Не отстрел на улице, а именно в приюте, под меднаблюдением, безболезненно, снотворным его усыплением. Все. Во-первых, конечно, это бред, это и собаке стресс, и муниципалитетам столько средств не выделяется, чтобы их пожизненно содержать. И никогда не будет выделяться. Республика никогда столько денег не даст. Ну и это так. И сами муниципалитеты не смогут этого сделать за счет своих средств. А что касается отловленных собак, ну здесь, конечно, вопрос дискуссионный. То есть, что с ними делать после того, как они прошли пункт передержки. Мы сейчас пытаемся вот с коллегой своим, с кем мы взялись, выстроить работу по попытке пристроить этих собак, найти им новых хозяев, пока у нас на это есть силы и возможности, то есть минимально отпускать их обратно в уличную среду, потому что понятно, что собака, она укусит, что она стерилизованная, что она не стерилизованная. Зубы и у нее всегда остаются на месте. Вот. Ну и что из этого получится, посмотрим. Но так, конечно, закон, в какой-то мере он, наверное, правильный. Мы содержим, например, в тюрьмах преступников, да, и обеспечиваем их. Почему мы не можем содержать и собак? В конце концов, собака бродячая, она не становится, ее делает человек бродячий. То есть вы все-таки за гуманный такой подход, да? Как человек, который работает в поле. Я, да. Ну, поэтому мы избрали такой вот способ отлова собак именно на прикормку, без дротиков, без какого-то обездвиживания физического. Ну, я, честно говоря, сам просто собак люблю. А, то есть вы вы собачатник, поэтому вам это, да? Ну, Вы не объективны. да, потому что у меня как-то с детства мы всегда собак держали, и несмотря на то, что у меня даже в своей жизни был опыт того, что на меня собака напала, любовь моя к ним как бы не пропала, и... То есть ОСВВ выпускать обратно собак, которые не пристроены. Поймали собаку. Да? Да. Мы вот эту собаку уже отлавливали, она уже у нас была. Кто-то приехал туда и вытащил ее и привез обратно. Ну это брат ее сюда привез. Это вот с ошейником товарищ, да? Зачем он Значит, привез? он Соседи этот, его ругали. хозяйский, да? Сейчас Это только тоже на что. самом деле не факт, что хозяйский. Да, соседи. В смысле, он брошенный. Возможно, брошенный, но мы предполагаем, что у хозяина этого собаки вполне себе известно. Вчера мы с этим хозяином разговаривали, с хозяйкой, предупреждали, что идет отлов, чтобы собака была пристегнута, но, как видите, никто не прислушался. Эта собака вроде здоровая, не болеет, а с этим все болеет, нога гниет. Вроде он не агрессивный же или? Ну, скорее всего, да. Ой, глаза добрые. Че, как жизнь бродячая? Не, мы оставляли? Так он же... Здесь как? Все, он сел, да? Иди на. И все, а? Может, и дуй ему бросить? Давай, давай, давай. Ты сожрал, блин. Так, красиво, да? Бродячая или домашняя, это в любом случае звери и животные. Просто
я хочу сказать к тому, что чаще встречаются агрессивные домашние животные, чем агрессивные бродячие животные. И те, кто взбиваются в стаи по весне, и очень большая часть из этих собак – это домашние собаки. То есть вот нападение во многом происходит с их стороны. Ну, я не возьмусь судить, что именно с их стороны, но большая часть, по крайней мере у нас в городе, это домашние собаки, которые были отпущены. Вот. Но, слава богу, у нас пока такого ничего не происходило. Дай бог, что и не произойдет. Ну, работу по отлову бездомных животных мы ведем. Также мы, естественно, если попадаются собаки, в том числе с ошейниками, мы их тоже забираем, так как дальнейших летальных последствий каких-то для них не наступает. Люди, которые потеряли свою собаку, всегда могут приехать к нам в пункт передержки и забрать своего питомца обратно.